Всем привет, друзья! С вами канал Саша Тест. И сегодня у нас на обзоре уникальный автомобиль не только для нашего города, но и вообще для всей России. BMW 645. Встречайте! Made it all look painless, no streaks is stainless. Credit all my life, set up all my nights, said I'm gonna be famous. If fame, it's no games, it's when I shoot my aims. This trying to get that. Итак, друзья, 145, 2004 год, BMW. А когда вышел этот автомобиль, это я даже не представляю, сколько это было круто и необычно вообще в целом. Такая форма кузова очень необычно выглядит, и даже сейчас очень сильно притягивает взгляд, потому что она очень не похожа на другие автомобили в целом, да? Ну, есть, конечно, какие-то, может, сходства с задней частью, наверное, с Porsche, когда мы потом поговорим о сзади. Давайте опереди. Сейчас BMW делают как? Они делают огромные такие решетки, какие-то жабры и прочее. Здесь же все так очень строго, аккуратно, но в то же время очень круто смотрится. Вот если последняя спереди, она такая, знаете, приземленная, готова к атаке морда. Классическая решетка двойная, как у всех BMW. Классические фары с двумя кругляшами. То есть все эти стандартные такие, знаете, по умолчанию вещи BMW, они здесь есть и в таком необычном еще и кузове. В профиль же автомобиль купе довольно компактно, не назвать что-то большое, не как CL, например, Mercedes. Ну и в профиль очень классно смотрится. Все линии плавные, никаких таких, знаете, нету горбов, каких-то углов. Очень круто смотрится, аккуратно на черных дисках 18 размера, широкие как бы колеса. Вообще весь кузов очень BMW постарались насчет его облегчения. Здесь у нас алюминиевые, очень много алюминия, то есть это капот, пластиковые крылья, алюминий. Это алюминий. И вся подвеска из алюминия. Ну и этим самым они снизили вес, но есть в этом небольшая проблема. Если вы, не дай бог, конечно, попадете в ДТП на таком автомобиле, очень сложно будет выставить кузов идеально. Это очень сложно. Ну, в этом есть огромные плюсы. Машина легкая, машина отлично управляется, отличная рулежка. Ну и внешний вид. Зад, как я говорил, сзади, зад чем-то, вот, если честно, мне напоминает Porsche. Примерно тех же годов. Вот это вот скос фар 911 или же Кайман. Единственное, что вот багажник таким небольшим таким, если бы этого не было, прям Porsche. Посмотреть, закрыть, Porsche. Смотрится круто. Для 2004 года, учитывая, что машине уже, грубо говоря, ну сколько получается, 15 лет, да, 16 лет, 17. Я плохо с математикой, оказывается, когда на камеру говорю. Ну и дадим расчет того, что эта машина старая уже, но смотрится неплохо. Двигатель. Итак, друзья, мотор N63 B44 из BMW моторов. Да, вообще, в принципе, мотор довольно надежный, если менять вовремя масло. Это самое главное. Вообще, обслуживание этого мотора очень сильно влияет. То есть, если вы хорошо его обслуживаете, они, в принципе, хорошо ходят. Если меняете вовремя масло, у вас не коксуются, не засухариваются все резиночки, и все нормально ходит. Если, конечно, вы начинаете наглеть, редко менять масло, начинают маслосъемные колпачки обязательно сразу же начинают рассыхаться, начинают жрать масло. Также надо проверять почаще, ну не то что почаще, надо проверять свечи, катушки, потому что здесь начинают тоже нет-нет добывает. И ну, ваносы эти все, тоже все это все-таки от масла. Поэтому самое главное менять вовремя масло, и так все в принципе хорошо ходит. По проблемам, ну да, вот возможно цепи, возможно ваносы, но это все зависит от пробега конкретного и от того, как машина обслуживалась. Очень немаловажно. Здесь же у нас уже чипанутый мотор, убрали каты, соответственно, это Евро-2. Машина едет лучше, экономичнее, ну и меньше, как говорится, всяких ошибок и прочей всякой темы. Поэтому в стоке у него 333 лошадиных силы. Здесь же, ну, примерно с чипом, пускай будет 350. Вот даже грубо, ну, на самом деле, наверное, больше. Едет эта машина, мы это проверим. Пошли сначала в салон, а потом проедемся. В европейских автомобилях очень нравится
мелкие мелочи, которые очень сильно удивляют. Вот вы смотрите на ручку, она должна открываться так. На самом деле она открывается вверх, вот так, да? Но это не все. Это ты сюда не фокусируйся, смотри сюда на окно. Мы открываем дверь, оп, и окно опустилось. Открываем, соответственно, двери безрамочные. Когда мы захлопнем, окно обратно само закроется. Приятно. Смотришь на вот эти массивные, классные сиденья из такой бордовой кожи. И вот всем ответом японцам, всем японофилам, смотрите, машина 2004 года. Кожа здесь родная. На ней вообще никаких нет штук. Она просто кожа. Ну вот реально, она не просижена. Они все четко, все держится. И очень много регулировок. Ну прям вы можете сесть здесь, ну как царь. Здесь, тут вот эта подушка выезжает. В любой дальней дороге вы просто будете отдыхать. Это классно. Все под рукой, удобно. Вот блок стеклоподъемников здесь. То есть ты вот руку держишь, у тебя вот они подъемники, здесь у тебя опыт, здесь все. Вот тут ручник на правильном месте. Тут у тебя шайба управления вот этой мультимедией. Клюка, коробки. Руль такой, знаете, с выносом. Довольно удобный. Приятно его держать. Все вот эти переключатели под рукой, приборка отличнейше читается. Самое интересное, я вот не знал даже, вот вы смотрите на нее, вы не видите датчика температуры двигателя. На самом деле она есть. Вот здесь вот тахометр, шкала вот эта, она, когда машина холодная, она не горит. Когда начинает двигатель прогреваться, она потихоньку краснеет и доходит до конца. Значит, двигатель прогрет, вы можете ехать. И температура масла здесь. То есть думаете, что это температура двигателя, это температура масла. Довольно необычное решение, но такое прикольное. А что еще? Ну, в салоне, естественно, материалы, ну, тут не докопаться. Пластик очень приятный. Тут здесь, опять-таки, кожа. Здесь все мягенько, аккуратненько. Ну, то есть, премиум, ребят, премиум. Это реально премиум. Все удобно, все под рукой, все классно. Ты прям можешь поехать куда угодно, в любую вообще точку. И типичная BMW-шная фишка открывания бардачка с кнопки. Двойной климат, подогревы сидений, выключение стабилизации. Ну тут все есть, собственно говоря. Вот здесь куча всяких штук, которые тоже всякие настройки и так далее. Ну тут блок света, понятно, все, в принципе, все логично. Сзади я не буду туда садиться. Почему? Потому что, ну, это купе, это спорт-купе, тут очень мало места. Единственное, что он может посадить туда 2 детей. Но с таким мотором их укачает. Это действительно хорошее. Есть, конечно, версии с 3-литровым двигателем. Такую машину бы я не советовал, потому что от такого кузова ожидаешь какой-то быстроты, драйва, а на 3-литровый не получится этого. Здесь же вот 4.4, отличный вариант. Есть еще, конечно же, М6, который V10, там вообще шлепает, но там и совсем другие деньги, и в обслуживании, и во всем. Поэтому вот этот самый отличный вариант. Погнали. Cashed out 100K on the rollie. 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 Итак, друзья, попробуем проехаться на этом автомобиле, собственно говоря. Я как и все мы в основном, да, на Дальнем Востоке привыкли ездить на праворульном автомобиле, на японского, так сказать, производства. Здесь же BMW. Как говорится, все вот BMW-шники, они все, кто ездил на BMW, потом покупают BMW, потом продают, потом покупают BMW. Ну и то есть это как болезнь BMW, да. Я в чем-то, ну, как бы не верю в это, но сняв уже, вот это получается 3-я BMW, понимаю, за что их любят. Есть вот именно этот экземпляр, он в идеальнейшем состоянии, тут не до чего докопаться, и машина идет прям вот как, мы вот едем 80, она идет прям как по рельсам. Вот четко, направление, никаких звуков, внутри тихо, приятно. Ну и, соответственно, рулежка здесь прям можно ездить на грани. Это реально, потому что здесь у нас и активный стабилизатор спереди жидкостный, который, как вы поворачиваете руль, какая-то сторона сильнее зажимается. Алюминиевая полностью подвеска. Она как бы в меру жесткая, в меру комфортная. Очень приятно ездить. В целом, все под рукой, ты сидишь на очень удобном автомобиле. Это вообще автомобиль же класса GT,
Что это значит? Это значит, что эта машина создана для вот путешествия, так сказать, типа, по хорошим дорогам. Вот ты едешь, там, допустим, по берегу Италии едешь и поехал, допустим, во Францию. И вот вы вдвоем, допустим, едете по кайфу, спокойненько, где-то притопили, где-то что-то еще. Ну, то есть все вот в таком духе. Но самое главное здесь что? Здесь у нас V8 на 4,4 литра. Конечно, есть М6, все понятно, топ, мощность, все дела. Здесь же тоже 333 лошади завода, у нас здесь чип, как я уже говорил, и, соответственно, машина должна поехать бодро. Сейчас мы проверим, насколько. Вот выходим напрямую и в палас. Ох, Матерь Божья! Это очень быстро. Самое интересное, что это быстро, и ты не чувствуешь этой скорости, как бы. Ты очень... То, что ты сидишь в таком комфортном автомобиле, это очень классно. Прям как работа автомат мне нравится. Тут обычный гидротрансформатор щелкает передачу, он просто божественно. Вот ты нажал, вот она сразу. Передача. Передача. Вообще нету, да? Ни толчков, ни рывков, ничего. Отличнейше просто. И сама настройка автомата, то есть ты вот жмешь, и он точно знает, надо. Классно. Вот это вообще прям... Нет вот этого, знаете, задержки, кикдауна и прочее вот этой всей. Сразу. Вторую капитан, третью капитан и так далее. Щелкает, конечно, передача божественная. Движение, блин, ну рулежка, да, я согласен, держится напрямую классно, рулится, я уверен. Ну, у нас нет трасс таких, на которых можно было проверить рулежку, но само ощущение этого автомобиля, его, так сказать, взбитости, как вы любите говорить, взбитая подвеска, очень взбитая. Ну вот, мы поворачиваем на кругу, у нас нет сильного крена наружу, активный стабилизатор работает. И вот мы поехали, сзади у нас блокировочка, мы можем раздавать угла. Чтобы это сделать, выключаем сначала стабилизацию, она отключается не полностью. Отключаем, держим кнопку до конца, выключается полностью, полетели. Just drift, как говорится. Не, ну, конечно, сейчас уже холодно, местами снег, лед, зацепа такого нет, но, блин, едет эта тачка бесподобнейшая просто. Вот ты едешь 120, вот, едем 120, тишина, я могу шепотом разговаривать, шепотом, и вы будете меня слышать прекрасно. Конечно, это премиум, безусловно. Не все дешево по запчастям, что-то, тем более машина как бы редкий кузов, что-то не всегда легко найти, но каково удовольствие от автомобиля все-таки заставляет тебя реально улыбаться. И немаловажно то, что очень сильно притягивает взгляд. То есть ты не едешь на обычном автомобиле, которым ты просто кайфово управляешь. Ты притягиваешь взгляды. Это очень классно. То есть ты заставляешь людей оборачиваться. Это, безусловно, круто. Но машина достойная. Управление и двигатель, тут все есть, абсолютно. То есть настолько это кайфово. А самое главное сейчас, что эти машины не так дорого стоят. В принципе, можно найти, допустим, начинаются они от 700 тысяч рублей, может даже еще и дешевле. Ну и, соответственно, до 2,5 миллионов может доходить. Ну там, соответственно, М6. М6 бы не рекомендовал к покупке лично я. Почему? Потому что там все более сложно, дорого. Здесь же средневековый мотор 4.4, самое то. Он и едет, и в меру надежный. И, блин, ты должен ощущать от такого купе драйверс. Здесь оно есть. Вы же любите там, что я не рассказываю о подвеске. Я расскажу. Спереди у нас Макферсон. Простой, да? Ничего такого сложного там нет. Алюминиевая, как я уже говорил.
Рычаги вместе с шаровыми, все понятно. Неудивительно, в принципе. Сзади у нас ничего тоже особо сложного нет. Там 2 рычага внизу, 1 вверху. В принципе, все. И опять-таки все из алюминия. Стабилизация вообще четко работает. Вот прям она тебе и дает в то же время немного угла раздать. И такая, хватит, успокоился, все нормально. Просто, а вот если ты поехал на уличные гонки, то в принципе вышечки все, ну стоковые, естественно. Ну, бусап тоже, конечно, можно объехать, но без фанатизма. Но вот у тебя сток, ты с атмосферой, у тебя, в принципе, в городском цикле расход приятный, типа 16 литров на сотню, можно и в 15 уложиться, в принципе. И, блин, и ты получаешь машину, в которой есть абсолютно все и классно. Я думаю, стоит на этом подытожить, ребят, знакомство с этим автомобилем. А я, пожалуй, еще надавлю, потому что это приятно. Made it all look painless, no streaks and stainless. Credit all my life, stayed up all my nights, and I'm gonna be famous. Yeah, famous, no games, it's when I shoot my aims. This trying to get that loot, had to pay my dues for that, just nameless. Became they shameless, cover up they lameness. Really got no brain and you all to blame, they all the same. It's, but you can't not tame this. I'll be on my reign, this. I'ma leave my mark, I'ma bleed my heart, and I'm gonna be famous. Итак, друзья, что скажем в итоге? Автомобиль притягивает взгляды, как я уже говорил. Приятно рулится, приятно управляется, приятно едет. И покупая такие автомобили, вы сами улыбаетесь. Улыбаются прохожие люди, проезжающие люди. И все эти стереотипы, что BMW там, или вообще в принципе европейские автомобили не очень надежны. На самом деле это остался стереотип того, что просто когда-то их пригоняли, не было запчастей, не было должного обслуживания, да и вообще в целом люди не обслуживали эти автомобили нормально, и они ломались и говорили потом, что все это ненадежно. В наше время нет проблем с запчастями, с чем-то еще, с ремонтом этого автомобиля, и поэтому ездить в таких автомобилях премиум класса по сравнению с теми, что мы ездим, вот допустим, вот на этой штуке, огромнейшая разница. И это приятно. А самое главное, что по цене эти автомобили не такие дорогие, как кажутся на первый взгляд. И это очень круто. Но, опять-таки, если не преувеличивать с размером двигателя или еще с чем-то. С вами был Александр Бабков, канал Страшный Тест. Подписывайтесь обязательно в YouTube, в Instagram, в TikTok. Всем пока. Trying to get that loot, had to pay my dues for that, just nameless. Became this, they shameless, cover up they lameness. Really got no brain and you all to blame, they all the